Сегодня осуществлено заседание нашей постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии. Вопрос у нас по обращениям граждан по повышению оплаты филиала «Энергосбыт» ПАО ДЭК за отопительный сезон 2021 года. У нас заявитель был Жилмин. Докладчиком выступает «Энергосбыт» Валентина Васильевна Ильина. Валентина Васильевна, вы на связи? Валентина Васильевна Ильинова. Я на связи. Меня слышно? Да, слышно. Вам слово, пожалуйста. Мне слово. Я бы хотела в общих чертах очень быстро обрисовать схему осуществления перерасчетов по теплу. Раньше при осуществлении перерасчетов перерасчеты делались следующим образом. Изначально в течение года расчет осуществлялся по нормативу потребления тепловой энергии. Нормативы потребления установлены таким образом, что, как правило, годовой объем потребления намного больше фактического объема потребления. Поэтому при перерасчете по общедомовым приборам учета тепловой энергии перерасчет почти всегда, почти по всем домам бывал отрицательный. От норматива к прибору, то есть всегда есть экономия. Впоследствии правительством были внесены изменения в порядок предъявления потребителям объемов тепловой энергии на отопление. И в текущем году предъявление стало осуществляться не по нормативу потребления, а по среднему потреблению за прошлый год от прибора учета. Соответственно, в ситуации, когда текущий год, за который делается перерасчет, оказывается холоднее, чем прошлый год, мы делаем доначисление, если объем потребления по прибору учета больше, чем потребление прошлого года. Больше, чем то, что мы выставили от среднего по прошлому году. В обратной ситуации, когда в текущем году потребление оказалось меньше, чем в прошлом году, и чем, соответственно, мы выставили потребителю по среднему в течение года, перерасчет бывает в сторону уменьшение размера платы. Большая часть людей в городе Якутске привыкла, что в результате перерасчетов получается отрицательное значение квитанции, то есть есть некая экономия, она выставлена, получается аванс. В этом году, когда мы первый раз сделали перерасчет по новой схеме уже от среднего, а не от норматива, люди оказались удивлены, увидев доначисление в квитанциях. На самом деле ситуация эта абсолютно нормальная. Доначисление осуществляется совершенно законно, то есть перерасчет может быть и отрицательный, и положительный. И то, что касается дома 8/2 по Дзержинского, мы, разбирая ситуацию с этим домом вместе с Госкомценом, смотрели, как сделан расчет среднего потребления, то есть там есть такие периоды, когда отсутствовали показания прибора учета. Для того, чтобы осуществить перерасчет, мы по одной методике рассчитали среднее. Госкомцен посчитал, что среднее нужно считать немного другой методикой, и, соответственно, это начисление мы пересчитали в апреле. Перерасчет в апреле отрицательный, суммы минусовые там небольшие по сравнению с плюсовыми доначислениями. То есть люди увидят отрицательный перерасчет, небольшую корректировку в сторону уменьшения в апреле, но это действительно небольшая корректировка, обычно в пределах 1000 рублей. Соответственно, задолженность нужно оплатить. Мы предлагаем людям механизмы этой оплаты, мы предлагаем рассрочку без первоначального взноса на 12 месяцев, именно при возникновении задолженности по отоплению за счет перерасчета. Она заключается в упрощенном порядке, то есть по сути нужен паспорт собственника, собственников и документы, правоустанавливающие на объект. И, собственно, заявление. Все. Больше для того, чтобы заключить договор рассрочки, ничего не нужно. На 12 месяцев можно эту оплату растянуть. Мы подготовили презентацию, направили на организационный ваш отдел. И кому интересно, тот может с ней ознакомиться более подробно. Там есть конкретный пример расчета. Спасибо, Валентина Васильевна. Так, заявитель Олег Владимирович Жилмин. Олег Леонидович, да. Я не случайно сделал несколько ряд видео, я журналист, видео даже на федеральном канале. Меня просто удивило сегодня, может быть, даже в какой-то степени обрадовало ваше заявление ПАО Якутскэнергосбыта о 1000 рублях. Но на сегодняшний день средний расчет, начиная с однокомнатной квартиры и заканчивая 4-комнатной, плывет от 15 тысяч до 40 в некоторых квартирах.
Не знаю, откуда вы берете эти числа. Мы написали заявление, соответственно, в инстанции. Ну а суть какая нашего заявления? Люди готовы платить, самое интересное, но они просят, согласно Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 154, потом пункта 69, просят, пожалуйста, квитанцию укажите, за что мы платим. На сегодняшний день я могу даже квитанцию одного из домов, я прикладывал заявление, вот у меня здесь есть эта квитанция, еще одна, плохо видно, наверное. Могу показать. Мы до сих пор не поняли, нам выставляют отопление, там везде нули и тариф. Потом идет отдельно отопление по ДПУ, опять тарифы, нули и потом суммы. В итоге в нашей квитанции в среднем за квартиру платится, еще раз говорю, до 15 тысяч. У меня вот за апрель месяц вдруг на 300 рублей снизилось, но у меня получилось за отопление, извините, 18 тысяч и 9 тысяч я должен платить по ДПУ. Люди просто хотят спросить, как начисляется в данный момент этот перерасчет. На сегодняшний день, уважаемые депутаты, я могу довести до вашего сведения, что домов достаточно много. Ко мне они обращаются и люди. Я просил, чтобы они приходили в Энергосбыт и там как бы по заявлению решали эти вопросы. Но на сегодняшний день это Гемин, Кузьмина, Ярославского. В среднем, если Дзержинского заявитель сейчас не появился в связи с болезнью, у них перерасчет составляет 5-6 тысяч. На Гемиине средний перерасчет составляет 15 тысяч. И заявление ПАО «Энергосбыта» о 1000 рублях очень интересное, потому что мы за апрель месяц только что получили, ничто не изменилось, максимум 300 рублей. Просто мы на основании, мы не против перерасчета, еще раз говорю, и не против закона. Мы просто попросили дать нам разъяснение и согласно законодательству прямо дать эти в квитанциях, за что мы платим. Еще раз хочу сказать, возмущение наших дорогих жителей моего дома, а также других домов состоит в том, что ПАО «Энергосбыт» знал о перерасчетах и знал о том, что в первом квартале мы должны как бы это предвидеть. Никаких предупреждений, ничего. И 1 апреля, это же не первый квартал. За один месяц, конечно, возмущение. Там ничего не было написано о том, что это за прошлый год, за отопление. Там просто за март месяц вы должны, ну мне пришло, если со светом, сразу 30 с лишним тысяч. Если брать, могу поквартирно, есть квартира, например, многодетная семья, им, извините, вышло 38 тысяч. За один месяц, понимаете? Паника. Второй вопрос. Квартира 73 моего дома. У меня сосед попал в итоге сейчас в больницу. У него нету, извините, он не владеет интернетом, он пенсионер. Настолько себя додергал из-за этого, потому что ему за двухкомнатную квартиру пришло 26 тысяч пенсионеру. Вы говорите о 1000 рублях. Но основной вопрос, чтобы привести наиболее, я прошу депутатов, честно скажу, нас защитить, так как мы вас избирали. Еще раз говорю, я написал заявление от своего рода, это заявление подписали 22 человека, еще хотели. Но так как времени было мало, мы обратились в УГРЖН, мы обратились в прокуратуру города Якутска, прокуратуру Якутии, мы обратились в Госкомцен. Потому что на сегодняшний день мы не понимаем, за что нам начислили. И я согласен с этим. Ну, там ряд возникает вопросов. Согласно законодательству Российской Федерации, мы обязаны, наверное, иметь договора с этим филиалом. У нас этого нет.
Плюс возмутились наши жители в том, что им навязывают кредит, грубо говоря. При этом никто ничего не объясняет. Почему наш пенсионер попал в больницу? Только потому, что ему никто ничего не объяснил. На сегодняшний день, да, мы подошли к этому, нам в течение 2 недель не давали никаких ответов. Сейчас в 96-ю квартиру подошел ответ, да там вообще разобраться невозможно. Понимаете? Техник сказал, что он закон в итоге из этого объяснения, и он решает, сколько вы должны платить. И в итоге пенсионер этому сказал: куда ты, старичок, денешься, ты все равно заплатишь. Ну так же не должно быть. Я считаю, что необходимо, поэтому мы обратились в надзорные органы с проверкой. Мы-то просто просили только одного: пожалуйста, выполните жилищный кодекс Российской Федерации. И Олег Леонидович, да. Олег Леонидович, а с надзорных органов вам ответы поступили? Да, надзорные органы на сегодняшний день, проверка в ГОРЖМ взяла паузу до 4 июня. Прокуратура города Якутска, видимо, будет чуть позже отвечать, потому что у них нет ответственного зама по этим вопросам. Ну, видимо, сложно в этом плане. Прокуратура Якутии сразу заявила, что УГРЖН нарушает наши права, не проведя проверку по жалобе жильцов. Я не знаю, почему УГРЖН тормозит с этим вопросом. Видимо, действительно... Он ответил мне, сейчас я найду. Вот четко написано: поскольку документы необходимые для проведения проверки в адрес управления не поступили, это отписка. Указана плановая документальная проверка будет проведена после согласования с прокуратурой Республики Саха-Якутия. Я сразу говорю, это обман. К сожалению, это так. Потому что прокуратура города Якутска, получив наше заявление с соответствующими документами, взяла в УГРЖН, это все отправила в начале мая, в апреле, как только появились наши жалобы. Прокуратура Якутии должна дать ответ на днях, но я думаю, проверка будет. Но я-то прошу обратить внимание Якутскую городскую думу, депутатов Якутской городской думы о том, что это ваши избиратели, и недовольство будет продолжаться. И оно, в принципе, обосновано. Вот и все. Плюс... Хорошо. Позиция ваша понятна? Угу. У нас есть представитель сегодня управления Госстройжилнадзора. Филиппова Анастасия Михайловна, мы на связи. Добрый день. Слышно меня? Слышно. Представьтесь, пожалуйста. И хотелось позицию по данному. Дерянович, заместитель руководителя управления Госстройства. Я вот услышал, да, позицию заявителя. Он получил ответ и удивлен, что мы не реагируем вовремя, да, но хотел бы вот проинформировать и граждан, да, и вас, уважаемые депутаты, что с 10 марта у нас действует постановление правительства Российской Федерации номер 336 об особенностях организации и осуществления государственного контроля надзора, в соответствии с которым, да, установить, что в 2022 году правительство Российской Федерации постановляет, что не проводятся контрольные надзорные мероприятия, кроме ограниченного перечня. Перечень установлен, да, и является исчерпывающим, да. В соответствии с пунктом 3, да, этого постановления установлено, что проводятся проверки исключительно по согласованию с органами прокуратуры и только тех, которые влекут непосредственную угрозу жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, да. Таким образом, да, вот получив вот такие вот жалобы от граждан, мы их направляем в прокуратуру республики, в том числе те, которые перенаправлены из прокуратуры города Якутска, мы по подведомству направляем в прокуратуру республики. И прокуратура, надо сказать, отреагировала, она объединила жалобы, вот 48 штук, когда накопилось, они нам направили требования, которые мы получили 4 мая.
4 мая, да? Да, вот получили требования прокуратуры, где по 48 жалобам, да, по городу Якутску. В соответствии с этим требованием мы направили запрос как раз вот в Энергосбыт. На днях получили ответ, и мы проводим сейчас проверку. Надо сказать, что жалобы продолжают поступать, поэтому мы также объединили жалобы порядка 60, да, и направили опять в прокуратуру, получили второе требование. Поэтому сейчас у нас в производстве находится 2 требования прокуратуры республики, в соответствии с которым мы проводим проверки вот по адресам. У нас эти адреса имеются. Информацию мы от филиала ПАО ДЭК Якутэнергосбыт получили, их позицию мы видим, и сейчас вот проводится проверка. Поэтому говорить о том, что мы там обманываем, тем более, да, а обманываем мы в связи с чем, да, вот человек считал, да, что вот в соответствии с этим 336 постановлением установлено, что проверка проводится, если конкретно установлено лицо заявитель, да, то есть мы сейчас требуем, чтобы не только была жалоба, чтобы к нему была прикреплена копия паспорта его, чтобы удостовериться в его личности. При том, что установить, что непосредственно его права нарушены, то есть он должен нам показать, что является жильцом этого дома, да, или нанимателем, или собственником, что это непосредственно его права. Некоторые граждане считают, что это их персональные данные, и отказываются нам предоставлять вот эти копии своих правоустанавливающих документов. Поэтому мы им отказываем, говорим, что поскольку вы нам не предоставили, соответственно, проверка проведена быть не может. Но мы указываем, что вот это вот постановление правительства Российской Федерации номер 336, оно носит временный характер. После того, как ограничения будут сняты, они могут к нам обратиться повторно. Или приложив необходимые документы, могут обратиться повторно. Таким образом. Хорошо, понятно, Павел Валерьянович. Олег Леонидович, тоже понятно? Давайте сейчас это... Не, ну понятно-то понятно, а вот с оплатами-то мы, честно говоря, в шоке. Нет, нам надо платить, а все хотят платить. А как? Потому что Энергосбыт запретил на сегодняшний день взимать отдельно за воду горячую, холодную, за свет. Вы должны платить свои долги, которые мы не признаем. Как так-то? Если у нас много столько замечаний идет и заявлений. Евдокия Ивановна хочет вопрос задать. Евдокия Ивановна, пожалуйста, вам слово. У меня вопрос, Андрей Викторович. Добрый день, уважаемый Андрей Викторович. Добрый день, уважаемые коллеги. Андрей Викторович, ну, в принципе, я так понимаю, что это у нас первый такой прецедент, который возник вот по оплате. И, как уже вот сказал Павел Валерьянович, заявления такие продолжают поступать, и их, наверное, будет много. У меня вопрос Валентине Васильевне. Валентина Васильевна, скажите, пожалуйста, вот перерасчет за прошлый год, по каким домам вы проводите этот перерасчет? Все ли многоквартирные жилые дома подлежат этому? Или каким-то образом это выборочно будет? То есть в итоге вы планируете охватить весь город? Или каким образом у вас идет вообще вот эта схема перерасчета? Да, объясняю. Перерасчет проводится в беззаявительном порядке по всем домам и всем квартирам тех домов, которые подпадают под условия. По сути дела, условие для перерасчета только одно. Это наличие введенного в эксплуатацию прибора учета, ну хотя бы часть периода в течение года календарного, за который делается перерасчет. Когда возникают отдельные периоды, по которым либо прибор учета не был введен в эксплуатацию, либо не предоставлялись показания, либо прибор учета работал в нештатном режиме, для расчета объема потребления для перерасчета, вот именно за этот период, за этот месяц используется замещающая информация, то есть есть определенные расчетные способы расчета этого объема для того, чтобы
чтобы сделать перерасчет. Все, больше ничего. Все перерасчеты, которые мы должны были сделать в первом квартале, обращаю внимание, что в начале апреля люди получили платежный документ за март, то есть это перерасчет, который сделан в марте. Соответственно, эти платежные документы мы выставили, перерасчеты завершили. Валентина Васильевна, а вот те дома, где, ну, по каким-то причинам, неважно, нет, вот, скажем, общедомовых приборов учета, там перерасчета не будет. То есть, Да, получается, мы наказываем тех граждан, которые, ну, скажем так, прогрессивные, Да, передовые. вот смотрите, нет, это неправда, это неправда. Если вы посмотрите презентацию, которую я отправила, я специально сейчас на ней сильно не останавливаюсь. Кому интересно, тот посмотрит, кому не интересно, тот все равно не будет слушать меня, да? Если вы посмотрите презентацию, там есть табличка с примером. Практически во всех домах, в которых установлены приборы учета, после перерасчета с доначислением размер платы человека за отопление в целом за год все равно меньше, чем если бы он был рассчитан по нормативу. То есть нормативное значение, оно больше. И если бы прибора учета не было и считали бы по нормативу, люди бы платили больше. Они сейчас заплатили с плюсом, но когда вы считаете то, что люди заплатили в течение 2021 года, и прибавляете перерасчет, который мы сделали, и сравниваете эти расчеты с нормативом потребления тепловой энергии, то есть то, как считались бы люди без прибора, получается, что люди, у которых есть прибор учета общедомовой, практически 99% случаев они все равно сэкономили по сравнению с нормативом. Поэтому мы никого не наказываем. Люди имеют экономию, просто она считается так, и это не моя выдумка. Это выдумка правительства сначала Российской Федерации, а потом Республики Саха-Якутия, которая установила, что в Якутске размер платы определяется вот так. В течение всего года календарного, ну то есть каждый месяц, в том числе и летом. Соответственно, мы применяем формулы, которые для этого случая правительство Российской Федерации придумало, и по этим формулам делаем перерасчет. Я вот как раз посмотрела презентацию, поэтому задаю вот эти уточняющие вопросы. Мне кажется, вот то, что сказал Олег Леонидович и назвал цифры, да, пока, например, люди не видят никакой экономии. И мне кажется, опять вот сработал принцип, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть вот тут как-то очень сомнительные... Я на своем опыте, вот смотрите, я понимаю, что сегодня нет, вот давайте, вы посмотрели презентацию, посмотрите ее, там есть объем по нормативу, там есть. И мы показываем, что вот мы, допустим, в 2022 году за 2021 год делаем перерасчет плюсом, ну вот конкретный дом показываю, да, я, но при этом размер платы по нормативу, если его определять в течение, ну там месяца и года, соответственно, дальше, он намного больше, чем то, что мы выставили. Каждый дом имеет разную экономию, где-то в отдельных домах экономия достигает 50% от норматива, да, я сейчас говорю. В каких-то домах это 10% от норматива, везде по-разному. Но в общем и целом тенденция такая. Отдельные дома, по которым объем потребления по общедомовому прибору больше, чем норматив, они существуют. Но это вопрос не к нам, это вопрос к самому дому, к его обслуживанию, капитальному ремонту и так далее. Нет, здесь вопрос очень простой. Люди получили большие квитанции, вся загрузка. Анатолий Андреевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, коллеги. Значит, ну, я как бы в двух ипостасях выступлю, да, как депутат Якутской городской думы, ну и как коммунальщик. Значит, я пояснение Валентины Васильевны как коммунальщик, как профессионал, да, прекрасно понимаю. Она все объяснила так, как должно быть. Но, с другой стороны, значит, не профессионалы, ну, простые жильцы и так далее, да, жильцам, им сложно все это понимать. Поэтому вот то, что Олег Леонидович говорит, это все правильно. Люди хотят платить, но сначала надо объяснить. Поэтому у меня такой вопрос, Валентина Леонидовна. Вот именно конкретно по этому дому показания, во-первых, есть ли счетчики общедомовые, и сравнительный анализ показателей за 2020 год и за 2022 год, сколько гигакалорий употребили, это можно показать просто, разницу.
У нас есть ряд запросов от депутатов, ну точнее, по-моему, они все касаются одних и тех же домов, может быть это разные депутаты, может быть это Дума, а потом отдельный депутат, не могу сейчас точно сказать. Но там порядка 5 домов указано, по которым у нас запросили Я конкретно по этому дому спрашиваю. Джинского Указание счетчиков за 2020 год и за 2021 год есть? Я не могу сказать про 2020 год, скорее всего есть. Вы конкретно про этот дом, это про какой дом? Там вообще 2 дома было, насколько я помню. Про дом Олега Леонидовича Желнина 8/2. Какой адрес? Какой адрес? 8/2. Дзержинского 8/2. 8/2. Да, показания Нет, на самом деле у меня, я еще раз повторю, у меня вот запросов такого типа очень много, и от Думы в том числе. Там вы указываете... Ну давайте, я про другие запросы не говорю, я на свой вопрос хочу услышать ответ. Да, показания прибора учета есть, иначе бы не было перерасчета. Показания Тогда вы им просто объясните, что в 2020 году дом употребил столько-то гигакалорий, в 2021 году столько-то гигакалорий. Разница такая, умножаем на тариф, и получается такой перерасчет. Все, да это все правильно, просто вы на это пальцах надо объяснить. Но люди не понимают. Вот он говорит, человек получил... Как не понимают? Ну вот так, человек получил ответ, мы подробно расписываем. Давайте так, вы не думайте, что они все такие глупые. Еще раз, мы написали ответ. Если вы слушали выступление, человек говорит, мы получили ответ, но нам все равно ничего не понятно. Правила написаны достаточно сложно. Формулы там не совсем простые, не такие, что просто вот это умножить на это, понимаете? И когда вы пересчитываете размер Валентина платы... Васильевна, вы разговариваете на профессиональном языке, это я понимаю. Я с точки зрения обыденного человека. Вот вы мне можете дать в 2020 году, сколько потребил мой дом, и в 2021 году сколько потребил, чтобы я увидел разницу. Все. Это же как 2+1. Если вы так объясните Олегу Леонидовичу, наверное, будет понятно. Он же говорит, в квитанции написано, одни нули стоят, и в конце сумма стоит 28 тысяч. Ничего не понятно. Конечно, непонятно будет. И не сводится ровно к этому. Я же пытаюсь вам помочь, объяснить просто. Я все понимаю, но я еще раз, вот давайте, весь смысл всех наших объяснений сводится к тому, чтобы показать, как считался размер платы в 2020 году, сколько дом потребил в 2020 году, как считалось среднее в 2021 году и сколько по факту дом потребил в 2021 году, какая возникла разница, пояснение по поводу того, что 2021 год был холоднее по статистике, чем 2020. Объем потребления по общедомовым приборам учета, соответственно, больше, ровно поэтому и происходит доначисление. Но чтобы разобраться предметно в этом доначислении, человек должен вооружиться правилами, вычленить формулу оттуда, взять все значения и попробовать самостоятельно их подставить. Ну, очень мало людей, которые готовы это сделать. Человек просто видит цифру 20 тысяч, ему доначислили, например, и все. И больше он знать ничего не хочет. Как это возможно? Я ежемесячно плачу, а вы мне делаете доначисление. Когда мы пытаемся объяснить со ссылкой на правила, формулы, пункты и так далее, показывая фактические значения, но большая часть людей не понимает. Мне объясните, вы говорите про ДПУ и про отопление. У меня отопление 28, а ДПУ еще 8. Вы мне объясните, за что я плачу. Вы говорите по ДПУ. Вот, пожалуйста. Вот, у меня написано 8 тысяч. А что такое отопление-то? Не, ну вы поймите меня-то правильно. Ну, к вам приходишь, вы все такие умные. Я все понимаю. Ну, извините, согласно правил. Вот, я сижу, читаю, извините, жилищный кодекс Российской Федерации. Здесь написано, согласно пункта 69, вы обязаны мне рассказать, за что я плачу, и прямо здесь написано. Объем каждого вида коммунальных услуг, размер повышающего коэффициента. Почему этого ничего нет? Хорошо, это понятно. Тогда получается вопрос в чем? Надо в каждую квитанцию просто написать расчет, условно говоря, до начисления, которые были произведены. Перерасчеты показываются в отдельном столбике, он так и называется перерасчеты. Это не текущая когда цифра. Есть отдельный столбик перерасчет, и в нем указано, сколько мы доначислили либо сняли. Где здесь все указано? Ну я же квитанцию держу. Ну вот смотрите, где здесь ваш перерасчет? Ну вы что? На прием, и мы с вами посмотрим
ваши. Так вам уже Я вам моих сказала, из 22 человек 12 было, вы ничего не говорите. Что мы в самом неправда. деле? У меня на приеме не было ни одного человека. Я вас лично приглашаю. Подойдите Спасибо. ко мне на прием. Анатолий Я Андреевич, с вами вас пообщаемся. получили свой. Не понял. Вы ответ получили на свой вопрос, правильно? В принципе. Идем Да, дальше. Тут такое, все каша, я так тоже считаю. Уважаемые коллеги, еще будут вопросы у нас? Кажется, вопросов нет. Я так понимаю, вопрос очень тяжелый, да, и представители Госпройнадзора тоже нам подтверждают о том, что поступило уже больше 60 заявлений только в Госпройнадзор. И очень большое количество поступило заявления в прокуратуру города Якутска. Я думаю, после сегодняшнего заседания у нас количество заявлений и обращений граждан возрастет в геометрической прогрессии, да, то к этому вопросу надо будет подходить более детально и более серьезно. Сегодня, к большому моему сожалению, не смог присутствовать представитель Госпромцена на данном заседании. Мое предложение создать рабочую группу по данному вопросу и рассмотреть более детально уже с представителями, допустим, прокуратуры и Госпромцена данный вопрос. Детально с примерами на дом, потому что мы сейчас, вот, ну, грубо говоря, поговорили, но я чувствую, надо еще этот вопрос будет обсудить, допустим, на следующей неделе, либо в конце мая. Кто за создание рабочей группы, вот, как бы, мое предложение такое, либо еще какие-то будут предложения, уважаемые коллеги? Анатолий Андреевич, пожалуйста. Все-таки предложение, да? То, что вот Валентина Васильевна говорит, что потребитель должен вооружиться там правилами и так далее, это неправильно. Ну, представьте себе, мы заходим в магазин, покупаем хлеб, и мы должны знать на зубок, как этот хлеб выращивается, как он изготавливается и так далее. Ну, конечно, при желании, конечно, можно, но покупатель должен видеть качество и цену, стоимость купить. Поэтому все-таки заявлений, наверное, будет много, ну, не понимающих людей много. Да. То, что вы доначислили на основании нормативных актов Российской Федерации, я в этом не сомневаюсь. Просто, мне кажется, надо было бы объяснить на простом человеческом языке. Как я попытался вам советовать. Да? Сколько гигакалорий в 2020 году потребил дом, по правилам, которые приняты в 2021 году, мы вам доначислили в среднем по 2020 году, а в 2021 году потребили столько-то, вот эту разницу мы вам начисляем на квадратный метр. И все. Это второкласснику можно объяснить, мне кажется. В общем, да. То есть параллельно к тому, что вы доначислили, как все показано в правилах, да, можно просто человеческим языком объяснить. Тогда бы, мне кажется, все было бы понятно. Никаких комиссий даже не надо. Это первое. Второе, хотел бы все-таки, вот у нас Корнилов Павел Валерьянович, да, говорит, что ссылается на постановление правительства, что проверки все запрещены, только после разрешения прокурора. Я бы все-таки засомневался бы, да? Мне кажется, все-таки вот это постановление, оно касается малый и средний бизнес и вообще вот предпринимательскую среду, но никоим образом ресурсоснабжающие организации. Почему я это говорю? Потому что по водоканалу, а я уже говорил, что параллельно по совместительству я являюсь директором водоканала, да? Без никаких разрешений, согласований с прокуратурой постоянно ведется проверка в ГСЖ. Поэтому тут, мне кажется, лукавить не надо. Жалоба поступает, надо проверять. Надо реагировать. Не, позвольте возразить. Вот это постановление, еще раз повторяю, касается бизнеса, что для поддержки малого и среднего бизнеса, строительного комплекса. Поэтому одно с другим путать не надо. Давайте мы пререкаться не будем. Да, Андрей Викторович, я предлагаю от комиссии, депутатской комиссии направить запрос с пояснениями в прокуратуру.
каких случаях запрещаются проверки, в каких случаях разрешают? Чтобы прокуратура нам ответила. Спасибо, Анатолий Андреевич. Да, тогда, уважаемые коллеги, будем резюмировать. По нашим рекомендациям все-таки энергосбыту мы предлагаем более подробно рассмотреть заявление Желунина Олега Леонидовича по данному адресу Бежинского 8, друг 2, дать пояснение заявителю, создать рабочую комиссию по заявлениям, которые поступают в адрес энергосбыта по перерасчетам за тепло за 20, 21, 22 года, и направим от комиссии запрос в прокуратуру по деятельности ГСШН о запрете на проведение проверок ресурсоснабжающих предприятий. Вот за данные 3 вопроса прошу проголосовать. Андрей Викторович, а можно еще добавить, да, что, может быть, вот, чтобы были какие-то разъяснения в СМИ? С каждым заявителем все равно не смогут встретиться и объяснить ему. Постановление правительства пишется не для людей, для профессионалов. Поэтому должна быть какая-то информация, доступная для всех людей. Не просто ссылка там, на статью там, или еще, а действительно, вот как Анатолий Андреевич сказал, понятным, нормальным человеческим языком. Потому что люди не обязаны как бы, знать и считать формулы и так далее. Каждый профессионал в своем деле, и он занимается профессионально своей работой. Вот этот вопрос обсудить как раз таки на рабочей комиссии, потому что там должен быть представитель Госкомцерна, представитель энергосбыта, да, условно говоря. И кто из них будет давать эту информацию в СМИ, то ли энергосбыт, то ли Госкомцерн, то, что будет такой первый расчет. Понятно. Сейчас, конечно, мы можем рекомендовать энергосбыту дать информацию в СМИ по перерасчетам. Мне кажется, вызовет, может, еще больше вопросов. Вообще, давайте порекомендуем энергосбыту сделать информацию, так массовой информации по доначислениям по общему приборам учета. Правильно? Согласны? Кто за данные 4 предложения, прошу проголосовать, уважаемые депутаты. Все голоса за. По первому вопросу предварительно все. Олег Леонидович, соберемся с вами еще